Вы прошли сквозь годы боевые, защищая честь своей страны, чтобы ваши дети в мире жили, чтобы не знали ужасов войны. Это не просто стихи, а благодарность каждому, кто отстаивал интересы страны, защищал мирное небо и приближал великую победу. Юные участники, дети работников Верховного суда в рамках патриотического мероприятия присоединились к акции движения первых «Раскраска. Символы победы», в рамках которой каждый ребенок смог изобразить на бумаге настоящих защитников Отечества. Абубакар Заура вместе с мамой постарался выразить свое спасибо тем, кто не пал духом. На картине смелый и отважный воин. Абубакар уверен, так и выглядит символ победы. Я нарисовала солдата, и мне помогала мама. Я старался, чтобы нарисовать хорошо, и я сейчас вам расскажу стих. Давай. Город Вячеслав Малгобек, ты сверши свой мужество бег, отстояв сокровища земли, годы трудной мировой войны. Сколько было взорвано гранат, как строчил несчастный автомат, и от бомб стонала вся земля, к миру призывая и моля. В раскраске представлены самые разные сюжеты, материалы вечного огня, ордена, медали и не только. Самому маленькому участнику Дэнни всего 4 годика. Красивый и нарядный, он тоже старался передать свои чувства, но волнение, к сожалению, помешало. Дети отнеслись к мероприятию со всей ответственностью. Участников правнуки Победы назвали не случайно. У каждого из них есть достойный пример подражания. Биографию своего прадеда Амина Фаргиева знает наизусть. В семье понимают, какой тяжелой ценой далась Великая Победа. Мой прадед Фаргиев Аюб Заамович родился в 1920 году. В возрасте 20 лет был признан на военную службу. С начала войны был включен в ряды советской армии. Он прошел всю войну, и за отличные боевые действия ему объявлена благодарность. Скажи, пожалуйста, Амина, а ты гордишься своим прадедом? Да. Ты много о нем знаешь, да? Да. Мероприятие проходит в канун 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с целью воспитания в подрастающем поколении уважения к героическому прошлому и всем, кто не ради орденов и медалей, а ради Родины и будущего, всех ныне живущих на фронтах, не жалея здоровья и жизни, приближал победный май. Верховным судом Ингушетии организованный цикл мероприятий, чтобы память о событиях 40-х жила в сердце каждого. 2025 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом защитника Отечества. Также в этом году мы отмечаем знаменательную дату 80-летия Великой Победы. И в канун этих двух значимых дат в Верховном суде Республики Ингушетия была открыта в холле здания выставка «Подвиги героев бессмертны». Эта выставка посвящена судьям, родственникам судей, работникам аппаратов судов, участникам Великой Отечественной войны. Эти дети в Верховном суде впервые. Для них провели экскурсию по музею истории судебной системы. Хранитель фактов и исторических документов открыли совсем недавно. Юным участникам в рамках акции рассказывают о важности Великой Отечественной войны, приводят реальные примеры героических защитников Отечества. Ребята слушают с удовольствием. Это портреты и биографии выдающихся людей, которые награждены многочисленными наградами, которые выстояли в те тяжелые времена. И сейчас, благодаря им, в том числе благодаря их вкладу, мы живем, и над нами мирное голубое небо. Помимо полезных знаний о Великой Отечественной войне, приятных впечатлений всем участникам патриотического мероприятия подарили сладкие презенты в форме орденов и медалей, а также вручили значки. Каждый из них узнал еще больше о нашей Великой Победе. Рина Цичуева, Султан Булгучев, Магаз 24.